Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия» и Рыштон. В студии Валерия Кузаева. Расскажем о главных новостях к этому часу. Именно такие масштабные площадки позволяют сохранить и приумножить крепкий христианский фундамент. Продолжается празднование тысячестолетия крещения Алании. Сегодня состоялось открытие Международного форума «Христианство на Кавказе. Традиции и современность». Все, что делается, делается для народа бесплатно, чтобы люди пробовали, гости пробовали. Фестиваль осетинских пирогов, сельскохозяйственная ярмарка и спортивные состязания. Во Владикавказе отметили День республики и города. Я успела посмотреть зайчиков, сфоткаться. Снова радует жителей. Один из главных символов детства, парк Жукорского, торжественно открыли после масштабной реконструкции. День республики и День Владикавказа к жителям обратился Сергей Миняйло. Это мероприятие – дань уважения историческому прошлому родного края. Приятный повод увидеть таланты и трудовые достижения земляков, почувствовать гордость за достижения республики в самых различных областях – культуре и искусстве, образовании и спорте, промышленной, экономической и социальной сфере. Нынешний праздник мы отмечаем в непростое время, когда наша великая страна, обеспечивая безопасность граждан и незыблемость своих территорий, проводит специальную военную операцию на Украине. А уроженцы республики показывают образцы доблести, мужества и подлинного патриотизма на полях сражений. В этих обстоятельствах особо ярко проявляются лучшие качества многонационального народа Северной Осетии. Мудрость, забота друг о друге, взаимопомощь и умение сплачиваться во имя общих высоких целей, отметил глава республики. Во Владикавказе отметили День города и День республики. Сегодня для жителей и гостей республики организовали праздник с национальным колоритом. Фестиваль осетинских пирогов, традиционные нардские игры и еще с десяток тематических площадок. Подробнее обо всем в материале Лидии Цахиловой. Даже осенний дождь не испортил атмосферу праздника. На дне города и республики сотни человек. На набережной развернули больше 20 тематических площадок. В этом году удивил фестиваль осетинских пирогов. Кроме традиционных начинок были и необычные – с лимоном и яблоком. Каждый год быстрее всех уходит только яблочная начинка. У осетина вообще как бы не было фотокоджина. Но его вот сделали, это стало популярным, и люди начали его, полюбили его. 9 начинок, 9 площадок. В каждой площадке выпекается один вид пирога. Это стало опять-таки традиционным. И все, что делается, делается для народа бесплатно, чтобы люди пробовали, гости пробовали, оценивали вкус и видели мастерство студентов нашего учебного заведения. На празднике гости из соседних республик. С национальной осетинской кухней их познакомил глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильцехов и фрио главы муниципального образования Зита Салбиева. К нам приехали гости из Черкесска, из Ростова, из Ставрополя. У нас друзья из Кабарды, у нас много делегаций приехало. Они сейчас обходят площадки, которые наши предприниматели, средние специальные учебные заведения с любовью, как всегда, выставили. И, как мы обещали, мы постарались, чтобы сегодняшний день представил город во всей своей красе. Интересно и на ярмарке сельхозпроизводителей. Саженцы, фрукты, горный мед, квас, молочная продукция. Лариса Касаева привезла уникальный кобинский сыр из высокогорного села Дунта. Второй год участвую. В прошлом году меня организаторы попросили, чтобы я участвовала. Спасибо им большое. В этом году я их уже сама просила. Мне понравилось. У меня нет слов, чтобы описать вкус. И это вкус детства, наверное, и настоящего осетинского сыра. Когда в
Бельгии, у меня были гости из Бельгии, брат там живет. Когда они попробовали, то знатоки сыра, вы знаете, и голландского, и французского, сказали, что сравнения никакого. Свои площадки развернули и учреждения среднего профессионального образования. Сделать салфетку или сшить национальное платье для куклы, почувствовать себя художником и нарисовать картину. А технологический колледж полиграфии и дизайна провел мастер-класс. Наши учащиеся при них изготовят визитку, которую они захотят, и точно так же могут поучаствовать в изготовлении блокнотов. Для жителей и гостей республики подготовили и концертную программу. На сцене выступили военные оркестры, артисты, творческие и театральные коллективы. А общественная организация «Ирон-Федерация» организовала нардские игры. Любой желающий мог попробовать свои силы в национальных видах спорта. Можно поиграть в осетинскую национальную игру иважанта. Это когда с двух сторон два соперника упираются друг другу в ноги и пытаются перетянуть палку на свою сторону. Соответственно, тот, который перетянет эту палку, тот и побеждает в противостоянии. Изделия ремесленников, разные мастер-классы и еще много всего интересного. День республики и города объединяет. Организаторы постарались, чтобы гости праздника получили яркие эмоции, приятно и полезно провели время. Лидия Цехилова, Диана Кабалоти. Новости Осетии. Православный мир продолжает отмечать тысячестолетие крещения Алании. В нашу республику приехали представители духовенства и общественных организаций из разных стран. Масштаб под стать знаменательной дате. А сегодня стартовал международный форум «Христианство на Кавказе. Традиции и современность». Приветственное письмо участникам направил Владимир Путин. Глава государства отметил, для народов Алании христианство стало мощной созидательной силой, оказало влияние на формирование высоких духовных, нравственных и культурных ценностей. Представители духовенства и православные верующие со всего мира. В филиале Мариинского театра стартовал первый день международного форума «Христианство на Кавказе. Традиции и современность». На пленарном заседании к участникам обратился председатель правительства Борис Джанаев. Сегодняшний форум – ключевой блок в череде мероприятий. У него важная миссия – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, а также развитие межконфессионального и межнационального диалога на Северном Кавказе. Именно такие масштабные площадки позволяют сохранить и приумножить крепкий христианский фундамент. Сегодня у каждого присутствующего есть возможность окунуться в историю становления православия в Алании, обсудить важные исторические и культурные вопросы. Программа первого дня форума насыщенная. Секции «Социальное служение», религиозные организации, духовно-нравственное воспитание, информационная безопасность. Важно смотреть на религию не только через историческую призму, но и говорить об актуальных вопросах и целях. Русская православная церковь и конфессиональные общины Северного Кавказа и России имеют большой опыт социального служения, благотворительности, образовательной и совместной миротворческой деятельности. Необходимо, учитывая этот опыт, развивать новые формы взаимодействия, отвечающие вызовам современного мира. Мы должны со всей ясностью показать, что религия не является фактором дезинтеграции и противостояния. Стабильность и спокойствие немыслимы без взаимного уважения религиозных и культурных устоев жизни друг друга. Форум проводят в рамках тысячестолетия крещения Алании. Разделить важную для всего православного мира дату в Северную Осетию прибыли делегации, представители епархий и общественных организаций со всей страны. А еще гости из Армении, Сербии, Сирии и других государств. Организация «Христианский мир» всегда приглашает нас на такие мероприятия, и мы с удовольствием в них участвуем. Для нас очень важно, чтобы все религиозные конфессии жили в мире, и в этом вопросе и в России мы всегда находим единомышленников. Мы приехали из Сирии. Очень рады и горды, что нас пригласили принять участие в этой важной конференции. Сегодня мы говорим о вере и мире. Это очень ценные темы для нас и наших братьев из России. У нас очень хорошо налажены отношения, и это повод для гордости. Доктора наук, профессоры и исследователи ведущих вузов страны представили свои работы на тему православия. Главная идея и общий посыл – укрепление связей, духовная целостность и стабильность государства. Форум продлится 2 дня. Организаторы – Союз «Христианский мир», Федеральное агентство по делам национальности России и Северо-Осетинский государственный университет. Валерия Кузаева, Алан Суанов. Новости Осетии.
В республике продолжаются дни Эрмитажа. Директор Михаил Петровский развивает масштабный культурно-просветительский проект по всей стране. Это новый способ рассказать 250-летнюю историю одного из крупнейших музеев мира. В Сугу презентацию коллекции открыл Алан Огоев. Ректор отметил, университет готов стать центральной площадкой взаимодействия республики и Эрмитажа. И в знак начала прочной связи Михаилу Петровскому присвоили звание профессора Сугу. Презентацию шедевров мировой художественной культуры приурочили к 1100-летию крещения Алании. Город Владикавказ исторически формировался как воплощение государственного управления и культурного развития двуединой миссии России на Кавказе. В качестве ее символа на берега Терека был перенесен архитектурный образ Петербурга. К другим темам. Североосетинские полицейские призывают граждан воздержаться от поездок в направлении Грузии через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс. Сейчас на территории республики около 2300 легковых автомобилей, прибывших в Северную Осетию и ожидающих очереди для проезда. Поэтому движение через таможенный пункт затруднено. Сотрудники госавтоинспекции республики, представители Североосетинской таможни и пограничного управления постоянно отслеживают и контролируют каждый автомобиль на пути его передвижения до момента пересечения границы. Для обеспечения безопасности руководство республиканского МВД увеличило наряды ДПС. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, призывает автовладельцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Во Владикавказе торжественно открыли парк Жуковского. Территорию условно разделили на 3 зоны. Детский городок, место для занятий спортом и зону отдыха с летним кафе. Там полностью заменили плитку, установили новые лавочки и урны. Напомним, парк благоустроили по федеральной программе «Городская среда». На эти цели из муниципального бюджета выделили почти 60 миллионов рублей. Я пришла на открытие с мамой, бабушкой и сестрой. Я успела посмотреть зайчиков, сфоткаться и тут покататься. Наконец-таки мы сегодня открыли этот парк. По сути дела, мы его реконструировали и привели в такое надлежащее состояние. В первую очередь хочу сказать спасибо главе Республики Северная Осетия Алане Сергею Ивановичу Миняйло. Благодаря его усилиям мы отстроили этот парк. Он придает огромное значение нашему подрастающему поколению, вам, детишки. Хочу, чтобы этот парк был на радость не только вам, но и нашим горожанам. Комитет республики по туризму и туроператоры «Интуристы» и «Мамисон Тревел» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Первоочередные задачи – разработать новые и улучшить существующие туристические маршруты, увеличить число туристов, прибывающих чартерными рейсами. За круглым столом обсудили развитие внутреннего туризма. По словам председателя профильного комитета Ацамаза Дзарахухова, турпоток в республике увеличился на 33% по сравнению с прошлым годом. Сегодня республика готова принять до 190 тысяч туристов. На текущий момент популярны маршруты, которые включают Северную Осетию, но основное время туристы находятся на территории других кавказских республик. Поэтому мы хотим сместить акцент туризма именно на продолжительное пребывание на территории Республики Северная Осетия. Мы видим, что здесь есть потенциал и исторический, и этнокультурный, природный, гастрономический. Для обычного среднестатистического россиянина будет максимальный комфорт. Данное соглашение позволит углубить наши взаимоотношения с федеральным туроператором, что в дальнейшем позволит увеличить те туристические потоки, которые имеются у нас в данный момент. Величию души нас учат горы. Документальный фильм о враче Эдуарде Гигалаеве показали в Доме кино. Молодой специалист ездил по высокогорным селам и бесплатно помогал местным жителям. С командой единомышленников он реализовал проект «Стоматологическое здоровье». Режиссер и идейный вдохновитель картины – заслуженный деятель искусств России и Северной Осетии, кинооператор Вячеслав Гулуев. На премьеру пришли студенты медицинских учебных заведений и близкие герои врача. Мы выиграли в 2018 году грант, и с помощью этого гранта начали реализовывать проект. Второй выигрыш гранта нам
более большую сумму дал, мы приобрели портативную установку и выезжали в отдаленные поселения и оказывали квалифицированную помощь с врачами наших медицинских вузов, удаляли зубы и лечили кариес. В гимназии «Диалог» сотрудники Росгвардии провели урок мужества для учеников кадетских классов. Мероприятие посвятили предстоящему 70-летию вневедомственной охраны. Ребятам рассказали о структуре, задачах подразделений, особенностях работы, поделились воспоминаниями о боевой службе. А еще показали документальный фильм о спецподразделениях. Завершился урок мужества мастер-классом. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.